Северосинское издательство ИР готовит к выпуску книгу «Память» про геноцид южных осетин со стороны Грузии. Выпуск издания приурочен к столетию трагических событий. Разработана специальная программа по увековечению трагедии осетинского народа. Мероприятия охватят не только юг, но и север Осетии. Самая главная задача – добиться признания геноцида со стороны России и мирового сообщества. В этой работе ключевая роль отведена сбору и распространению информации о геноциде. И книга «Память» станет еще одним доказательством преступлений соседнего государства. Половина материала для книги уже собрана. По словам сотрудника издательства ИР, в книгу войдут материалы, которые до сих пор никогда не были опубликованы. В книге также будут и эксперты, которые будут это все просмотрят, это историки будут там свои мнения тоже скажут, свои эти тоже замечания тоже. Это интересно то, что есть такие материалы, которые до сих пор нигде не были опубликованы. И нигде о них даже не писали, ничего, вот эти такие материалы тоже есть. В книгу про трагедию осетинского народа войдут события осени 1920 года в казачьей станице Бургустан Ставропольского края. 1500 бойцов из числа вооруженного отряда, сформированного для освобождения Южной Осетии, были привлечены на борьбу с белогвардейцами. Освобождая Бургустан, свыше 1000 бойцов, выходцев из Южной Осетии, пали смертью храбрых. 1370 молодых ребят погибло. И они как-то вот так осталось. И про них даже при советское время, про них даже не писали, ничего не говорили. Единственный в Бургустане там поставили памятник единственный, который сейчас разрушился. И сейчас ребята, есть патриоты в Осетии, которые хотят это восстановить. Это Константин Гояев, который хочет там на свои деньги восстановить в Ставрополе этот памятник. И также хочу Валев Гела, который должен памятник установить в Южной Осетии павшим ребятам, 1370 молодых ребят, которые пали смертью храбрых в Бургустане. Издательство ИР продолжает сбор информации. Люди, которые располагают материалом про геноцид, или же если трагедия затронула непосредственно их семьи, могут прислать фотографии пострадавших или же погибших в карательных акциях, а также рассказать известные им истории. Материалы войдут в книгу «Память». Роза Дедеева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.